кандидат исторических наук, сотрудник Музея истории города Якутска Строгова Екатерина Алексеевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Екатерина Алексеевна, расскажите, пожалуйста, сколько лет вы изучаете русский костюм? Последние лет 25 точно. Вы сами шьете или только изучаете? Я не только изучаю, но я и сама шью себе костюмы. Наверняка у вас, наверное, целая коллекция костюмов. Да. Сколько же их у вас? Ну, таких вот совсем готовых 4. Потрясающе. Покажитесь, покрутитесь. Такой красивый костюм нам покажите. Расскажите, пожалуйста, еще, сколько у вас времени уходит на то, чтобы сшить костюм? Ну, я не могу сказать, сколько времени уходит на пошив одного костюма, поскольку делается это все между делом, между работой, между другими увлечениями. Оно как-то вот все так вместе, и поэтому я не могу сказать. А где вы находите эскизы? Есть, во-первых, довольно большое количество исследовательской литературы, этнографической литературы, в том числе очень большую ценность представляет книжки, которые выпускаются областными издательствами, то есть как бы вот для своего внутреннего пользования. И поэтому в них иногда можно найти очень интересные сведения, которых нет в больших толстых монографиях. Ну и поскольку по специальности я археолог, то археологические материалы, они тоже имеют место. И вот, допустим, этот костюм, он реконструирован полностью на основе археологических материалов. Потрясающе. У него очень много деталей, очень много вот украшений. Наверняка у каждого из этих украшений есть какое-то значение. Ну, практически у каждого, да. Самое большое значение имеют вот эти вот все подвесочки разные. Это такие обереги для благословения, для того, чтобы в доме было. В основном это женские обереги для богатства, для плодородия, всякие вот такие вот разные, которые помогают женщине, должны помогать женщине в осуществлении ее жизненных функций. Вот. Ну и есть одна хохоряшечка, которая, в общем-то, к традиционному костюму не относится, но в правилах игры как бы она имеет место быть, она предназначена для тех, кто понимает. Кто увидит и поймет, ну, те молодцы. Здорово. А вот, ну, вот эти вот украшения, они где-то продаются или вы их на заказ? Они делаются, я покупала и заказывала по интернету, потом просто приехала, сразу выкупила мешочек, который со всеми этими вот хохоряшечками. Сейчас на самом деле такие вещи, они довольно востребованы, потому что очень много клубов реконструкций разнообразных, исторических реконструкций, литературных реконструкций. Поэтому таких компаний, в общем, несколько. Что вы скажете о материалах, допустим, из которых вот, ну, те же украшения или на руках вот у вас чудесные, да, это вот зарукавье, но тут немножко с ним такой казус, это реально тоже реплики археологических находок, настоящих, но и проблема в том, что они на самом деле это не браслеты, это зарукавья, предназначенные держать нижнюю часть рукава. Вот. Но у меня они поверх рубахи не застегиваются, просто потому что диаметр маленький. По-видимому, производители, они оригинальный диаметр использовали, а в X веке люди были немножко мельче, чем сейчас. Поэтому вот приходится их так вот просто как браслеты. Да, это своего рода, как сейчас мы используем резинку, а раньше... Да, потому что в тот период еще не было ни манжет в крое не существовало. Можно было либо затянуть вот на веревочку, либо особенно длинные рукава ритуальной рубахи, они застегивались вот такими вот зарукавьями. Вот и здесь изображения, отражающие праздники, ритуальные древнеславянские. Смысл этих изображений очень подробно рассмотрен
в книге Бориса Александровича Рыбакова «Язычество древних славян». Что вот пояс и головной убор, что привносит и что означает в костюме? Но пояс – это необходимая часть русского костюма вообще, как мужского, так и женского. Все мы знаем, что слово «распоясаться» обозначает нечто нехорошее. Да? Вот. Именно так относились наши предки к людям, к человеку, который идет без пояса. Ситуации, в которых человек мог оказаться без пояса, живой человек мог оказаться без пояса, не существовало. Вот. И пояса, они имеют такую довольно большую смысловую нагрузку, и как бы они потом уже в более позднее время на них стали ткать или вышивать там какие-то пожелания девушке, любимому человеку, от матери к сыну. Это тоже такой своеобразный пояс, тоже такой своеобразный оберег, который обхватывает и защищает тело человека. И иногда могли даже носить по нескольку поясов, то есть поскольку костюм многослойный, на каждом слое костюма мог быть отдельный пояс, там, на рубахе один, на кашуле другой, на сарафане третий, вот таким вот образом. Вот. Головной убор тоже имеет большое значение. Головные уборы имеют очень четкую локальную областную привязку. По ним можно определять, какого региона России происходит женщина. Женщины носили головные уборы своей родной земли, даже в случае, если они выходили замуж и переезжали в другой регион. Вот мы, допустим, на Нижней Колыме нашли повойник женский 17 века, который по своему типу оказался великоустюжским. Да, то есть какая-то женщина-устюжанка здесь, вот, у черта на куличках, продолжала носить традиционный великоустюжский головной убор. Скажите, пожалуйста, вот юбка это или не юбка, вот фартук, не фартук, что это вот на вас? Это не юбка и не фартук, это панева, древнейший, наверное, такой женский предмет женской одежды, ну, после рубахи, конечно, предок юбки. И паневы и по сей день сохранились в южно-русских костюмах, в том числе украинских, воронежских и так далее, где в основном именно вот панева, она тоже имела большое значение. Девочки до 13-летнего возраста, 12-13-летнего возраста бегали просто в рубашках. Ни юбочек, ничего, просто рубашечки с поясочком и все. А вот когда девушка уже входила в возраст, когда ее можно было рассматривать как невесту, тогда ей дарили, на нее надевали паневу. И по рисунку этой паневы, по тому, как она была соткана, там, в клеточку, в полосочку, какие цвета использовались и так далее, люди могли об этой девушке многое узнать, откуда она происходит, там, с какого рода. Это было важно при выборе невесты, потому что родовые отношения учитывались в тот период. Когда девушка становилась женщиной, она одевала другую паневу, где тоже можно было прочитать, что это уже замужняя женщина, есть у нее дети или нет, из какого она рода, из какого рода ее муж. Алексеевна, расскажите, пожалуйста, вот об отличиях костюма вот, в соответствии с региональными особенностями России. Юг, север, запад, восток. Да, региональные особенности, они присутствуют. Ну, например, для южных регионов России характерны комплексы одежды с юбками, ну, как потомками паневы, да, с паневами, с юбками и блузками. А вот для севера русских областей, для них больше характерны комплексы с сарафаном. Сарафаны тоже бывают разные, но тем не менее все равно для северных областей России больше характерны комплексы с сарафанами. И если вдруг где-то в северном регионе, в какой-то области, в каком-то районе неожиданно встречается комплекс костюма с юбкой, то, как правило, это отражение миграционных процессов, то есть какая-то группа мигрантов с юга России
она по каким-то причинам оказалась так далеко от родины, на русском севере. Например, как смоленские переселенцы, ну, в той же Вологодской области, например. Крыло все северорусские, а эти с юбками, понимаете. Ну и также более древних миграций. На юге, как правило, одежда более ярких цветов, на севере, ну, видимо, как отражение северной природы неброской, цвета такие более сдержанные в костюме. Какой-то, есть ли такой цвет, который вот прям во всех костюмах всегда присутствует? Или, может быть, еще вопрос, какой вот особенный цвет? Ну, самый особенный цвет, это, судя по нам с вами, самый наш любимый цвет, это красный цвет, безусловно, потому что красный цвет – это символ жизни, это солнце, да, это кровь. И красный цвет, он считался таким цветом оберегом. Входы в одежду, вот недаром у нас на одежде, как правило, внизу, вот здесь, вот, да, на подоле обычно присутствует вышивка, и обязательно хотя бы тоненькая красненькая полосочка, но она есть, потому что она как бы защищает вот открытые места, входы в одежду. И вот орнамент, который оказался вот здесь, где вроде бы входа в одежду нет, говорит о том, что когда-то, ну это действительно так, когда-то рубаха она была вот такая вот, ну первые рубахи, видимо, такие и были, потому что просто ткань сгибали пополам, дырочку прорезали, сверху надевали и все. А какой цвет траурный? Белый. Белый. Недаром сам у нас белым цветом. Про нижнее белье костюма, ну как бы сейчас говорится нижнее белье, может быть как-то другое название, и что из себя представляет? Ну, вот, собственно, нижним бельем является как раз рубаха. Рубаха. Да. И у мужчин, и у женщин это рубаха. Поверх рубахи, ну, собственно, рубахи, могли надевать еще одну рубаху, которую называли кашуля, которая была уже горничной одежды, то есть если, допустим, при людях вот просто в рубахе ходить как бы вроде бы неприлично, а кашулю сверху надевали, и это как платье. И, по-видимому, именно кашуля и стала прообразом и предком современного платья. Екатерина Алексеевна, меня восхищает ваша обувь. Вот расскажите, пожалуйста, про нее. Слышали когда-нибудь такое выражение «шевели поршнями»? Слушали. Вот. Как правило, в этот момент мы представляем себе детали двигателя внутреннего сгорания. Да. Но на самом деле поршнями, собственно, называлась как раз вот такая вот примитивная простенькая обувь, которая делается очень просто, наверное, самая древняя обувь. Положил шкурку, наступил на нее, ремешочком стянул, и все, и пошел. Вот, собственно, это вот такая вот простенькая обувь, она и называется поршни. А есть такие поршни, которые состоят из нескольких деталей, которые нужно сшивать. Вот, в археологических памятниках такой обуви довольно много находится. Популярная эта обувь была у всех народов мира, их можно найти где угодно. В принципе, это, ну, по крайней мере, в Европе это точно где угодно. А когда же появились вот лапти, которые мы вот на сегодняшний день знаем как элемент русской одежды? Ну, вообще эти лапти, они изначально появились исключительно как обувь для полевых работ. Они, в общем-то, не такие уж и ноские, но они удобные, легкие, легко можно их отремонтировать. Ну и у меня вопрос, почему бы нам сегодня не ходить вот в таких очаровательных, прекрасных костюмах? Ну, представьте себе, вот вы вот в таком виде, За руль. да, за руль, ну за руль-то еще ладно, там, по автобусам где-то с авоськами. Наша жизнь очень динамичная, гораздо более динамичная, чем жизнь наших предков. И поэтому, конечно, при всей красоте народного костюма, вот в таком, ну, прямо вот в полноценном виде, его вряд ли можно использовать. Дорогая Екатерина Алексеевна, я сердечно вас благодарю за участие в нашем видеожурнале. Большое спасибо вам за интересный рассказ, за множество полезной и ценной информации.
информацией. Спасибо вам большое. Берегите, храните русские костюмы, шейте новые. Дай Бог вам здоровья и до новых встреч. До свидания. До свидания.